Салам достор, бүгүн сиздерге Россия жергесине келген кыргызстандыктарды Россия киргизбей эле аэропорттон кайра Кыргызстанга кайтарып жиберишкен. Эмне себептен кайтарылган жана ошондой эле акыркы болуп жаткан окуяларга тиешелүү рейдтер боюнча сиздерге профессионалдуу юрист Артем Аверянов маалымат берет. Немножко прокомментирую те видеоролики, которые появились в интернете, о том, что граждан Кыргызстана не пустили на территорию России. Мы проанализировали данную ситуацию, выяснили детали и пришли к выводу о том, что данных граждан не пустили в Россию, потому что у них уже был запрет. То есть они купили билеты, приехали в Россию, в аэропорту, но при прохождении пограничного контроля выяснилось, что у них стоит запрет. И это никак не связано с последними трагическими событиями в Крокус-Сити-Холле. Это стандартная процедура. Просто получилось так, что те люди, которые приезжали, был большой поток людей в тот день, и у многих выяснился запрет, который был поставлен по разным причинам, не связанным с этими событиями. Поэтому здесь никакой нужно там ни тревожности, ни паники. Что касается рейдов, они действительно уже проходят и будут продолжаться какое-то время. Я рекомендую с пониманием отнестись к действиям сотрудников полиции. Всегда, как мы уже говорили ранее, при себе необходимо иметь все документы. Это паспорт, это регистрация, миграционная карта, трудовой договор, чтобы при проверке документов не было никаких вопросов. И с пониманием также отнеситесь к действиям сотрудников полиции. Вас могут за день остановить не один раз, и не два, и не три. Не нужно с ними там перерекаться. Спокойно показали документы, проверили. Если все в порядке, вас непременно отпустят. Последние также очень много звонков нам поступает. Что нам делать, уезжать, не уезжать, можно ли выходить из дома. Да, ситуация, конечно, непростая сложилась. Самое главное, чтобы у вас не было проблем с документом. Обязательно перепроверьте, потому что, говорят, многие, мы забыли, что у нас там регистрация закончилась, либо трудовой договор там истек, если он на ограниченный срок. Проверьте все свои документы, ложите их в отдельную папочку, всегда носите их с собой, потому что если при проверке документов у вас какого-то документа не окажется, то это будет основанием для выдворения, и с этим уже сложно будет поспорить. Так как выдворение тех граждан из аэропорта никакого отношения не имеет к террористическому акту, служит то доказательство, что наши клиенты, в том числе по линии Роспотребнадзора, их уже 5 человек за этот небольшой период времени въехали, и их спокойно на границе пропустили. То есть вот причина, почему данных граждан не пустили. У каждого был запрет. По линии ФСБ, МВД, также по Роспотребнадзору, другие люди, которые не смогли заехать в Россию. Но те, кому мы, допустим, сняли, у них не было никаких проблем на границе. Өзүңүздөр уккандай эле эң башкысы сиздерде документ менен көйгөйлөр болбош керек экен. Регистрация, трудовой договор, Сахароодон өткөн жашыл карточка менен медосвидетельствованияны так түрдө ошол документтериңизди алып жүрсөңүз, баары жайында болсо, сиздерде эч кандай көйгөй жаралбайт экен. Биздин юрист айтып кеткендей эле, аэропорттогу көйгөй, аэропорттон кыргызстандыктарды Кыргызстанга кетиргени бул алардын Россия жергесине киргенге запрети бар экен. Запрети болгон үчүн аларды киргизбей кайра артка жиберген экен. Бул Крокус-Сити Холлдогу терактка эч кандай байланыштуу эмес экен. Андыктан коркпой эле Россия жергесине билет алган болсоңуздар, же болбосо алайын деп жаткан болсоңуздар, келе берсеңиздер болот экен. Айтып кетмекчи, 24 мартта 2024 жылы бизге кайрылган дагы бир кыргыз жараныбыз, мекендешибиз Россия жергесине кирди. Эч кандай запрети чечилгенден кийин аэропорттон эч кандай көйгөй жаралбай, жакшынакай эле кирип келди. Юридикалык суроолоруңуз бар болсо, ушул экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Баарыңыздарга кезек-кезеги менен биздин котормочу кыздарыбыз жооп берет.